Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Задай вопрос министру». Сегодня на вопросы телезрителей и на мои вопросы в прямом эфире ответит министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба. Эшба Тимур Владимирович родился 21 января 1971 года в городе Сухум. В 1987 году окончил 10-ю среднюю школу. После окончания школы работал рабочим на комбинате производственных предприятий Абхазстроя. В 1989 году поступил в ГИСХ на агрономический факультет. В ноябре 1993 года назначен председателем колхоза в селе Мархяул Гулрыбского района. В 1995 году назначен главой администрации этого села. С 2005 года первый заместитель главы администрации Гулрыбского района. 13 ноября 2011 года избран депутатом Гулрыбского районного собрания. 14 декабря 2011 года назначен главой администрации Гулрыбского района. 8 апреля 2015 года возглавил Министерство сельского хозяйства республики. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Награжден медалью за отвагу. Женат, имеет дочь. Тимур Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Тимур Владимирович, вы относительно недавно на должности министра сельского хозяйства. Скажите, пожалуйста, насколько у вас есть опыт в этой сфере и насколько вам близка вообще эта сфера? Вся моя трудовая деятельность послевоенная связана с сельчанами, с селом. И, естественно, я соприкасался достаточно серьезно с сельским хозяйством. И, конечно же, у меня есть опыт работы в сельском хозяйстве. Ну, вы руководили селом, может быть, сказали бы там конкретно, может быть, какие дела, какие проблемы вы решали? Селом я руководил сразу в послевоенный период. Понятно, что сразу в послевоенный период ситуация была достаточно сложная. Там уже не до сельского хозяйства было. Мы все помним, какая тогда ситуация была. Я возглавлял село Мархаул Гулрыбского района. Это с ноября 1993 года я там стал работать. Сперва был председателем колхоза, потом через месяцев 8, по-моему, я был назначен главой села. И вот до 2005 года я работал главой села. И потом был назначен первым заместителем главы администрации района. Скажите, когда вы были главой администрации Гулрыбского района, решали ли каким-то образом проблемы села, жителей села? Конечно же. Но сельским хозяйством занималось управление сельского хозяйства. Конечно, сейчас если я скажу, что я каждый день занимался вопросами сельского хозяйства, конечно, это неправда. Но когда была необходимость, я, конечно, занимался этими вопросами достаточно плотно. Понятно. Скажите, пожалуйста, какие первоочередные задачи поставил перед вами президент, когда назначил на эту должность, скажите? Прежде всего, не испортить того, что сделано. А если серьезно, конечно, задача избавиться от импорта продукции, сельскохозяйственной продукции, которая сегодня завалит наш внутренний рынок. Это первая основная задача, которую я должен осуществить. Естественно, со своим коллективом. Ситуация сегодня, мы все хорошо знаем, насколько импорт занял наш рынок. И, конечно же, вопрос этот сиюминутно решить невозможно, на это нужно время. Хотя бы года 2-3 при соответствующей поддержке государства. И этот вопрос, я думаю, что решить можно и нужно решать этот вопрос. Спасибо. Скажите, как вы оцениваете в общем состояние сельского хозяйства нынешнее в Абхазии? Что делаете для его дальнейшего развития и становления? Сельское хозяйство, к сожалению, сегодня, я говорю это с сожалением, что находится в упадке. Нужно
Конечно, чтобы начать возрождать сельское хозяйство, нужно организовать работу правильно. И самое основное, конечно же, это финансирование. Обязательно нужно финансирование. Значит, слабая сторона сельского хозяйства у нас это, конечно, что за послевоенный период, вот за эти 20 лет отсутствовало должное внимание со стороны государства. А сильная сторона, я считаю, что это потенциал, который есть у нас в сельском хозяйстве. Просто надо его рационально использовать, рационально подойти к этому. Потенциал достаточно серьезный. Тимур Владимирович, поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, в каком направлении будет развиваться и должно развиваться сельское хозяйство Абхазии, модели каких стран могли бы послужить нам примером, и насколько мы можем воплотить вот этот зарубежный опыт эффективного поднятия, занятия, можно сказать, в сельском хозяйстве нашей страны. Честно говоря, я сейчас не примерял там какие-то модели каких-то стран, честно говоря. Я убежден в том, что мы должны создать свою модель, учитывая наши потребности, наши возможности, наш менталитет и наши традиции. Вот из этих позиций нам надо строить собственную модель. Примиряться к каким-то моделям, я думаю, смысла нет, потому что достаточно серьезный опыт накоплен в сельскохозяйственном производстве в Абхазии. У нас достаточно серьезная научная база. И вкупе вот это все мы должны свою модель создать. Могли бы назвать, допустим, какие-то первые шаги в свое видение, с чего надо начать? С чего начать сейчас? Сперва, честно говоря, сейчас как с чего начать? Какие-то конкретные шаги уже идут наверняка. Шаги идут. Прежде всего у нас даже сегодня, если говорить, нет закона о сельском хозяйстве, нет четко выверенной аграрной политики. Нужно создавать, чтобы понимать, что нам нужно в области сельского хозяйства, нам нужно принять закон о сельском хозяйстве. Вот это нам обязательно надо сделать. А сегодня какие шаги предпринимаются? Честно говоря, вот сейчас я всего как-то 2 месяца работаю, пока мы делаем то, что вот те же сады, например, сейчас моя задача, первая, которую я перед собой поставил, сохранить эти сады, дать им дальше развиваться, это моя основная, главная задача. А потом дальше уже, когда я буду понимать, какие финансовые вливания будут в сельское хозяйство, уже исходя из этого мы будем думать, и как нам развивать дальше сельское хозяйство. Спасибо. Тимур Владимирович, давайте мы послушаем первый вопрос, который нам задали телезрители. У колоннады мы записывали вчера. Пожалуйста, внимание. Мы хотели бы узнать, министр у нас есть, а сельского хозяйства у нас нету. В связи с чем вопрос, когда у нас будет развито сельское хозяйство и что для этого делается? Такой немного эмоциональный вопрос. Он чуть-чуть погорячился. Сейчас, если говорить, что вообще у нас нет сельского хозяйства, это неправильно. У нас достаточно развивается хорошо частный сектор. Конечно, сегодня присутствие государства в сельском хозяйстве минимальное. Эту ситуацию надо менять в корне. Государство активно должно принимать участие в становлении сельского хозяйства. Это и поддержка, и финансирование, и так дальше. Только так, а по-другому никак. Сейчас, конечно, что нету совсем сельского хозяйства, конечно, это неправильно. Но если говорить в процентном отношении, то что было в довоенный период, сегодня, 10%, даже может и не дотягивать до 10% то, что сегодня есть. Это факт. Но говорить о том, что совсем нет, я бы не стал, конечно.
Скажите, пожалуйста, когда принимаются решения, касающиеся развития сельского хозяйства, насколько учитывается наш исторический опыт, именно абхазский? Ведь у нас как бы не принято было там торговать своей продукцией когда-то, да, все обычно семья делала и производила для себя. Вот учитывается ли это и меняется ли это, или нужно ли менять? Как вот вы думаете? Ну, частные хозяйства, приусадебные хозяйства, они, естественно, работают на себя, производят ту продукцию, которую они потребляют. Но излишки, если говорить о давнем времени, то они обменивали это как-то между собой. Да, было не принято торговать. Сейчас ситуация чуть-чуть другая. Сейчас рыночные отношения и так далее. Если он не продаст свои излишки, он приобрести не сможет там другие товары первой необходимости. То есть поменялась ситуация. Ситуация, конечно, не просто поменялась, она в корне поменялась. Поэтому сейчас говорить об этом как-то некорректно. Скажите, вот везде существует концепция, да, концепция там экономическая, там политическая, различные концепции. Существует ли концепция развития сельского хозяйства у нас? Вот если нет, то будет ли как бы работа вестись, чтобы она была создана? Концепции развития сельского хозяйства сегодня у нас нет. Есть программа там на определенные, на 2-3 года, но концепции как таковой нет. Я чуть выше говорил, что нам необходимо, прежде чем создавать проект концепции, нам нужно закон о сельском хозяйстве. Обязательно. Определить приоритеты аграрной политики. Только после этого мы можем писать концепцию. Если мы сейчас напишем концепцию, концепция она долгосрочная, там, на 10, на 15, на 20 лет. Возможно, получится таким образом, что между законами этой концепции возникнут какие-то разногласия. Поэтому, прежде чем писать концепцию, концепцию, конечно, можно написать, исходя из тех реалий, что мы сегодня имеем, но смысла в этом нет. Более того, если писать концепцию, нужно понимать, какие финансы под это будут вложены. Иначе просто писать концепцию, авось будет, авось не будет, не стоит. Поэтому закон, прежде всего, закон о сельском хозяйстве нужно писать, и наверняка, скорее всего, мы будем работать над этим, будем привлекать ученых. У нас очень много ученых сельскохозяйственного направления. И поэтому нам этот закон создавать нужно обязательно, чтобы мы понимали, что нам нужно. Тимур Владимирович, скажите, а что конкретно или какие направления должен регламентировать этот закон, который вы считаете очень необходим для развития сельского хозяйства? И в связи с этим я бы хотела задать вопрос. Буквально на днях была создана комиссия, рабочая группа, которая должна регулировать рыбную отрасль. Это один из таких моментов, который тоже должен войти в этот закон, да? Скажите, что будет входить и конкретно об этом? Закон, я как представляю, сейчас я, честно говоря, не юрист, мне трудно это говорить, но в моем представлении взаимоотношения государства с производителями, земельный кодекс, и так дальше. Сейчас сложно мне это говорить, потому что я как-то сейчас, тут юристы нужны. А касаемо рыбной отрасли, да, действительно, распоряжением премьер-министра создана рабочая группа. В эту рабочую группу входят, представители Института экологии, представители и комитета экологии, представители Минсельхоза. Задача этой группы, разработать законодательство в области рыболовства и правила рыболовства. К сожалению, у нас сегодня нет, мы еще работаем советскими правилами, советскими законами, 60-х годов где-то, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому это крайне нам необходимо, чтобы регулировать то же самое с взаимоотношениями с рыбопромышленниками, с государством, и так далее. Мы вчера провели буквально первое заседание рабочей группы, там были даны соответствующие поручения, и эта работа уже началась. Вторым пунктом этого распоряжения, там
отмечено, что запретить пока строительство заводов по переработке рыбы. Вот. Насколько мне известно, 2 завода таких строятся без разрешительных документов. И этого допускать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что у нас сегодня есть действующих 4 завода, достаточно мощные, которые фактически могут переработать там и 200, и 300 тысяч тонн рыбы. Ну, под рыбой имеется в виду хамса. Вот. Поэтому у нас биоресурс рыбный ограничен. Вот. Мы можем за 1 год всю хамсу выловить, а потом уже несколько лет ее вообще не будет. Поэтому надо подходить к этому, во-первых, с научной точки зрения, обязательно должно быть научное сопровождение. И второе, экологическая составляющая, это очень важный вопрос. Какие конкретные мероприятия будет проводить эта рабочая группа? Мероприятия какие? Мы будем именно заниматься разработкой законодательства. Будете ли вы выезжать на эти заводы-нарушители или выискивать на нарушение закона? Во вторник планируем с экологической службой и с представителями экологического комитета выехать на маяк, где это строится, и дать соответствующее предписание, чтобы приостановить строительство этого завода, пока не будет создана законодательно-нормативная база. Акты. Понятно, спасибо. Тимур Владимирович, какие культуры перспективны для развития сельского хозяйства Абхазии? Чай, табак, цитрусовые фрукты. Как вы считаете, на что государство будет делать ставку? Ну, я бы не говорил бы так именно о культурах. Я бы говорил бы об отраслях в сельском хозяйстве. Отрасль подразумевает производство и переработка. Я считаю, и не то, что считаю, я твердо убежден в том, что нам нужно развивать все те традиционные сельскохозяйственные направления, которые у нас были в довоенный период. Это то, что вы назвали, табаководство, чаеводство, овощеводство, бахчеводство. И мы в последнее время вообще забыли о таком направлении в сельском хозяйстве, как эфиромасличное растениеводство. Обязательно нам надо, может быть, не сегодня, не завтра, но не обращать на это внимания нельзя, обязательно мы это должны. Да, это не продовольствие, но достаточно прибыльное занятие, я вам скажу. И все условия у нас для этого есть. Лавр, пожалуйста, растет, базилику, герань можно высаживать. И думаю, что если построить небольшой перерабатывающий завод, который будет перерабатывать эту продукцию в эфирные масла, в экстракты и так далее. Это достаточно прибыльное дело. Но это как-то планируется или пока только... Пока у меня мысли такие, но я сейчас пока думаю, что нам нужно именно продовольственные вопросы решать. Да. И вообще я считаю, что государство рассматривать сельское хозяйство должно не с точки зрения, по крайней мере на данном этапе, не с точки зрения извлечения прибыли, а с точки зрения насыщения местного рынка продовольствием, обеспечением продовольственной безопасности. Вот с этой точки зрения мы сегодня должны рассматривать сельское хозяйство. Когда мы этот вопрос решим, то уже мы можем и говорить об извлечении прибыли. Сегодня, честно я вам скажу, сельское хозяйство в бюджет страны не приносит практически никаких поступлений. Единственное, что от сельского хозяйства поступает, это земельный налог. И все. Никаких других поступлений нету. Пошлина была, и то ее отменили. Поэтому от сельского хозяйства сегодня прибыли нет. Земельные налоги, я сейчас не помню, какая сумма в бюджет поступает, но незначительная. Тимур Владимирович, давайте послушаем еще один вопрос нашего телезрителя. Меня такой вопрос интересует.
чем Минсельхоз может помочь жителям села и что в дальнейшем планируется, какие мероприятия по возрождению абхазского села, чтобы Абхазия сама себя полностью обеспечивала всеми необходимыми продуктами питания. Не только себя, но чтобы и в Россию был экспорт, в другие страны. Тем более сейчас в России проводится политика по импортозамещению. Ну, касаемо помощи села, я могу сказать, что мы уже начали эту работу. Весенние полевые работы мы в этом году проводим, мы еще не закончили. Минсельхоз обратился с просьбой к руководству страны о том, чтобы профинансировать весенние полевые работы частному сектору. Было понимание, была поддержка. Вот. И из бюджета Минсельхоза мы профинансировали весенние полевые работы. В прошлом году гектар, для примера я скажу, гектар, чтобы спахать гектар земли, обходилось крестьянину в 2590 рублей. Мы в этом году этот тариф спустили до 1212 рублей, то бишь наполовину. То есть, если человек за 2590 мог спахать 1 гектар, теперь он на эти же деньги может спахать 2 гектара. Вот. Практически мы около 120 тонн дизельного топлива мы раздали по МТСам. Закупили более чем на 8 миллионов запчастей. Это там покрышки, аккумуляторы, стартеры, и так дальше. Вот. И это все на безвозмездной основе. И я уже данных у нас по итогам весенних полевых работ пока нет, потому что это будут где-то 15-20 числа, и когда у нас будет, мы проинформируем, насколько у нас это. Но я очень рассчитываю и уверен в том, что в несколько раз мы увеличили площадя, пахотные площадя, и будет возделана кукуруза и фасоль больше, чем это было в прошлом году. В гектарах я сейчас сказать не могу, к сожалению, потому что у меня нет сейчас этих данных, пока нет. Они будут чуть позже. Вот. Преследовались две цели. Первая цель – действительно оказать помощь сельчанам. Это, наверное, самый незащищенный слой населения. Первая задача. И вторая – увеличение пахотных территорий. Я думаю, что мы эту цель достигли. Да, и это помощь. И в будущем, сейчас, если возродить село только сельским хозяйством не получится. Чтобы возрождать село, это нужна инфраструктура, нужны рабочие места. И, естественно, возрождать сельское хозяйство, помогать сельскому хозяйству на селе. Скажите, сейчас же нет колхозов, да? Есть ли вообще какие-либо объединения? Вот вы говорите, мы помогали, проводили весенне-полевые работы, да? Это были частные хозяйства? Только частные хозяйства, крестьяне, сельчане, только им мы помогали. Остальные, если кто-то там предприятия какие-то или организации там коммерческие и так далее, с ними отдельный разговор. Тут идет разговор именно о сельчанах, о тех, которые частным образом у себя дома там кукурузу, фасоль, и так далее. Вот им мы помогали. И намерены помогать и в будущем, насколько хватит наших возможностей. Мы слегка затронули тему различных отраслей сельского хозяйства, развития, да? А вот в частности, я бы хотела спросить о чайной отрасли. Вот некоторое время назад считалось, что это отрасль неперспективная. Вот. Скажите, сейчас государство вроде повернулось лицом, скажем так, к производству чая. Насколько вы считаете это рентабельно и насколько это имеет смысл? Чайная отрасль имеет смысл в том случае, если мы технологически обновим наши фабрики, обновим наши плантации. Они уже устарели. Вот, свой срок биологически они практически уже использовали, или как это правильно сказать, то есть вышел их биологический возраст. Вот. Сейчас говорить, если о тех объемах, которые были в довоенный период,
ну, конечно, не приходится. Это огромные деньги на это надо. Надо сделать 5-7 тысяч гектаров, но качественно, и чтобы людей привлечь, и не механизированный сбор, а именно ручной. Потому что мы все знаем, что рынок чая насыщен достаточно хорошо, от дешевых до бесконечно дорогих чаев, есть любые сорта. Вот. И, конечно, попасть на этот рынок достаточно сложно, и чтобы попасть на этот рынок, должна быть качественная продукция. Современные технологии. Какие-то изысканные сорта, да, вы производите? Да, сорта изысканные, сейчас я не знаю насчет изысканных, но чтобы они были экологически чистые, вкусные, вот и все, в принципе. Но все равно на это нужно серьезные деньги вкладывать. У нас есть РУП Абхазчай, они занимаются этими. Вот, там Оторба возглавляет, он сейчас готовит документацию, пытается он извне ввести деньги сюда и начать возрождение чайной отрасли. Ну, мы ему поможем, конечно, чем сможем, будем помогать. Дай Бог, чтобы у него это получилось. Тимур Владимирович, давайте послушаем следующий вопрос нашего телезрителя. У меня еще один вопрос. У нас восстановлены чайные фабрики, почему они до сих пор не функционируют? Такой вот вопрос. Ну, чайные фабрики, я вот выше говорил, сейчас говорить о том, что чайные фабрики, они были восстановлены полностью, это неправда. Там были отремонтированы крыши, заборы там и так далее. Но оборудование-то осталось старое, оборудованию этому где-то порядка 60, наверное, 70 лет, наверное, где-то так. Это старые оборудования, они уже по определению не могут выпускать качественный чай. Они есть, здания чайных фабрик, они есть. Если будет такая возможность их обновить на новые технологические линии, то, конечно... Понятно. Тимур Владимирович, во многих странах сельскохозяйственную и отрасль субсидируют. Скажите, происходит ли у нас это и вообще планируются ли какие-то субсидии именно в сфере сельского хозяйства? Таких постоянных каких-то субсидий, к сожалению, нет. То, что в 2007 году были созданы МТСы, и потрачена достаточно приличная сумма денег на это тоже своего рода субсидии в сельское хозяйство. Благодаря них мы сегодня ведем какие-то сельскохозяйственные работы. Сады, которые были заложены на территории, там около 1400 гектаров, там было вложено порядка 470 миллионов, это тоже своего рода субсидирование. Вот. А так, чтобы на постоянной основе было какие-то субсидирования, если не считать бюджет Минсельхоза, то нет. Известно, что сбыту овощей, сбыту продукции предшествуют сбор и хранение. Вот я хотела бы в связи с этим задать вопрос о нашем Гуйрипшском овощехранилище. Скажите, пожалуйста, почему овощехранилище, которое может вместить 2500 и больше продукции, простаивает до сих пор? Что в связи с этим планируется делать? Действительно, очень серьезный объект. Он уже полностью построен, принят в эксплуатацию. Да, вы правильно подчеркнули, мощность у него около 2500 тонн. Вот, он оборудован по современным технологиям. Вот. А почему мы его не используем? Честно говоря, пока и ложить туда, складировать туда особо и нечего. Но очень надеюсь, что буквально год-два вот эти сады, когда начнут плодоносить уже в полный рост, надеюсь, что мы его заполним. И сейчас тоже там в Гальском районе, допустим, там картофель сейчас планируется туда заскладировать, там в Моквах произвели там морковь, правда, она чуть-чуть с погодами, там чуть-чуть она не получилась, ее тоже туда будут складировать, там и оборудование поставили по фасовке, по сортировке. Поэтому сейчас говорить, что она совсем не используется, было бы неправдой. Сейчас просто надо чуть-чуть нам время, чтобы мы задействовали в полном объеме этот
объект. Объект достаточно серьезный. Будем надеяться, что этой осенью он немножечко немножечко заполнится, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос свободного выхода на рынок, да, наших вот крестьян и последующего сбыта продукции. Какие подходы существуют к решению данного вопроса? Выход на свободный рынок. Знаете, как крестьянам единоличный выход на рынок достаточно сложен. Я не говорю о внешнем рынке, это очень сложный выход, потому что масса документов нужно подготовить массу документов, чтобы с сельхозпродукцией пересечь границу. Это ни один крестьянин не сможет, да и не будет этим заниматься. Тут даже и на местный рынок особо-то и не попадают наши крестьяне, к сожалению. Я думаю, что нужно создавать какую-то организацию, которая будет заниматься закупом, логистикой, фасовкой и реализацией этой продукции. Извините, я вас перебью. Пусть будет вопрос нашего телезрителя, мы послушаем, потому что он на ту же тему. Насколько я знаю, на нашем рынке лишь, не совсем, но в частности привозные продукты. Меня вот это очень сильно беспокоит, почему не развивается наше сельское хозяйство. Как-никак мы сами все с деревни родом. Он прав в том, что очень много импортной продукции у нас на рынке, завозной продукции. А почему не развивается? Чтобы сельское хозяйство развивалось, нужна поддержка, нужно финансирование. Знаете, коммерсанты, частный бизнес, он с неохотой занимается сельским хозяйством. Почему? Потому что сельское хозяйство очень серьезно подвержено всяким климатическим условиям, всяким форс-мажорным обстоятельствам. Например, с морковью какая история у нас приключилась. Была засуха, были дожди, потом стала засуха, потом резко пошли дожди, и морковь, она выросла, все, полопалась. И потеряла, естественно, товарный вид. Там на 5 гектарах, где успели полить, там замечательно получилось. А вот там она не совсем получилась, к сожалению. Поэтому, нужно финансирование, нужна поддержка. Если государство не будет регулировать, поддерживать сельское хозяйство, сейчас, допустим, ситуация с морковью, государство, естественно, должно помочь. Я не говорю именно о моркови, а в других, допустим, кто-то там, другие продукты. Не получилось, град ударил, мало ли, засуха произошла. Человек ведь несет убытки. Если государство ему эти убытки не покроет, не поможет ему, то в следующем году он уже ничем заниматься просто не будет. Сельское хозяйство, оно такое специфическое, и без государства оно просто не обойдется. По крайней мере, пока оно на ноги не встанет. А там потом уже оно само себя будет вытягивать. Скажите, известно, что для крестьян одним из самых важных вопросов является механизация труда. У нас существуют такие МТС, станции, которые возникли еще в советское время, даже в начале советского времени, в 30-х годах 20 века. Скажите о состоянии МТСов сегодня. Что делается, вы говорили, в каком они состоянии находятся? От МТСов 30-х годов не осталось ничего абсолютно. В 2007 году поддержал эту идею, кстати, эта идея была с Минсельхоза, тогда был президентом Сергей Васильевич Багапши, он поддержал эту идею, и в районах были созданы машинно-технологические парки. Было закуплено около 94 единиц техники, колесной техники, это трактора «Беларусь». Было приобретено навесное оборудование, опрыскиватели, баки для опрыскивания, косилки, и так далее. Там достаточно было приобретено. Это все сегодня есть. И это все в хорошем состоянии, сегодня из 94 тракторов, 3 трактора они неисправны, там с коробкой у них проблемы, остальные все трактора на ходу. Но гусеничные трактора, то есть колесные трактора, они на равнинах пашут нормально, но на пересеченной местности они бесполезны.
Поэтому нам срочно, я бы сказал, нужно приобретать технику, трактора на гусеничном ходу, которые могут пахать в пересеченных местах. Это обязательно нам надо делать. И, конечно же, уже техника, сколько уже, 7-8 лет, она уже состарилась, износ определенный есть. Нужно по чуть-чуть обновлять. Конечно, это 100 тракторов нам не хватает. В этом году был такой ажиотаж, что действительно нам не хватает. Нам надо хотя бы еще 100 единиц техники. И то не хватит, но хотя бы еще 100 единиц техники. Плюс, включая и техника на гусеничном ходу, нам нужна обязательно. Ну и навесное оборудование. Вот была засуха, когда была пахота, засуха была, очень много плуги ломались из-за того, что земля твердая, и так далее. Потом вообще в один момент перестали проводить пахоту, потому что невозможно было. То есть нужно обновлять. Вот 7 лет ничего не обновлялось, все вот как есть, так и есть. И благодаря этому сегодня у сельского хозяйства только МТСы, и все, больше фактически у нас больше ничего нет. И вот мы с трепетом к ним относимся. Скажите, пожалуйста, вот основные наши экспортные товары, экспортная продукция, это орехи и фундук. Скажите, как с этим сейчас обстоят дела, как производятся, насколько успешно, насколько активно? Орехи, фундук, плантации, которые были, они сейчас все в аренде. Государство никакого участия в этом не принимает. Этим занимаются арендаторы. Вот. И как его сказать, и реализацией, и производством, ухаживанием за этим плантацией занимаются они. Государство там ничего не имеет, в смысле ничего не принимает никакого участия. Но экспорт осуществляется? Экспорт Может быть, есть какие-то данные, вот какой экспорт, насколько он велик? Цитрусовые порядка 35 тысяч тонн в прошлом году. Вот за сезон 14-15 год было продано. И ореха фундука порядка 14 тысяч тонн. Это цифры могут плавать сейчас. Приблизительно вот такие цифры. Достаточно серьезные эти цифры. Но сколько получил от этого бюджет, я не могу об этом сказать, потому что не знаю. Понятно. Скорее всего, достаточно небольшие суммы, наверное. Про налоги мы вообще молчим. О налогах мы вообще молчим, только земельный налог. Небольшая там. Понятно, спасибо. Давайте послушаем следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, у меня есть вопрос. Я знаю, что в России проводятся сельскохозяйственные ярмарки, чтобы люди могли просто приезжать и продукцию смотреть, но почему такие ярмарки не проводятся у нас? Пожалуйста. Идея очень хорошая, кстати, я как-то не думал об этом, честно говоря, о ярмарках. Идея очень хорошая, нужно над ней подумать. Наши производители благодаря ТТП, то есть торгово-промышленной палаты, выезжают в Россию. Да, у нас достаточно хорошая есть продукция, которую можно показывать. И идея достаточно хорошая, и я думаю, что мы подумаем над этим и осенью, возможно, это я не знаю сейчас так говорить, но я очень постараюсь, чтобы такую выставку провести именно у нас в Абхазии, именно из местной продукции. И устроить такой праздник небольшой. Конечно, в принципе, это было бы очень хорошо, идея очень хорошая. Спасибо этой девчонке за то, что она нам такую идейку подкинула. Спасибо. Есть мнение, что цветоводство и выращивание декоративных растений могло бы стать прибыльной статьей в бюджете нашего государства. Скажите, как вы считаете, так ли это? Это то же самое, как и эфиромасличное растениеводство, достаточно прибыльное дело. Конечно же, надо этим заниматься, но тут требуется чуть-чуть, как сказать, теплицы нужны. Без теплицы это не получится. Давайте мы поговорим об этом, когда мы продовольствие, когда насытим свой рынок, уже будем думать об этом.
Спасибо. В настоящее время Абхазия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с нашествием бабочки-огневки. Скажите, есть ли такие проблемы в сельском хозяйстве, ну не обязательно с бабочкой, огневкой, может быть, растения, вредители или другие насекомые? Скажите, как обстоят дела? Ну, я чуть-чуть про огневку тоже скажу. Это действительно напасть, очень серьезная. Я вхожу в комиссию по борьбе с этой бедой. Мы были в Пицундах, ну, просто плакать хочется, когда видишь, что самшит практически, ну, вообще ни одного листочка нет. И если бы только это в Пицундах. Вот информация, что это уже на Рицинском ущелье, в Скурчах это есть, уже и по селам пошло. Ну, это достаточно серьезная проблема, с которой бороться только государство. Ну, сложно очень. Там и мы авиацию малую применяли, и всю технику согнали в Пицунду. Вот ждем результат, какой будет. Это весь народ должен своими силами, если хотите, бороться с этой напастью. Это очень серьезная проблема. Не факт, что оно, уничтожив весь самшит, не перейдет на... Да? Вот сегодня поступила буквально с Сухумского района информация. Мне звонил глава района о том, что в селе Дзигута якобы они перешли уже и на сосну. Там уже и висят эти коконы, и паутина, и так далее. Ну, едят они ее или нет, сейчас я пока не знаю, но, скорее всего, если они туда полезли, значит, ну, проблема очень серьезная, и с ней надо бороться всеми силами. Касаемо сельскохозяйственных вредителей, слава богу, такой проблемы у нас сегодня нет. Есть такая американская бабочка, так называемая. Вот. Мы каждый год выделяем на борьбу с ней около 2 миллионов. В этом году мы уже выделили 2 миллиона рублей. И служба защиты растений будет заниматься ими. Но, как правило, она уже локализована. Там определенные очаги, массово она не распространяется, потому что уже и местные хищники, и паразиты уже наловчились ее тоже уничтожать. Вот. И мы проводим эти работы. Вот как раз ее сезон сейчас и начинается. Вот июль-август. Вот. Мы уже деньги выделили. Сейчас эти деньги будут распределены по сельхозуправлениям района, и они будут эту работу проводить. Но эта бабочка особого вреда нам не наносит. Ну, вид, да, эстетический вид, конечно, жалко, когда дерево окутано этими паутинами. Но массового характера это не имеет, слава богу. И в этом плане пока нормально. Но с огневкой надо бороться очень серьезно и всеми силами, что у нас есть, иначе перспектива у нас, что мы можем остаться без самшита, к сожалению. Понятно, очень жаль. Следующий вопрос, он касается животноводства. Скажите, пожалуйста, производство мяса. Как сегодня эта проблема решается? Мясо сегодня производится частным образом только. Частники производят мясо. Животноводство, в довоенный период у нас было достаточно серьезно развито животноводство. Вот. Ну, конечно, оно не было таким прибыльным даже и в то время. Потому что в каждом районе было практически по 3, по 4, по 5 животноводческих ферм. Вот. На такое количество ферм, конечно, кормовой базы местной не хватало. Если вот люди помнят, как завозили силос, завозили сено, это из Краснодарского края, с Ростовской области, из Беларуси завозили. Вот. Но сегодня создать животноводческое хозяйство, современное животноводческое хозяйство голов на 100, на 200, у нас есть такие возможности сегодня, и кормовая база есть. Вообще в Абхазии издревле стойлового животноводства не было. Было выгул и горное животноводство. Конечно, горное животноводство, конечно, это очень хорошо, но это сейчас практически мало кто занимается. Вот. Такая возможность у нас есть, если мы сможем современную животноводческую ферму построить, ну, хотя бы голов на 200 для начала, ну, а дальше оно покажет, то это достаточно перспективное направление в сельском хозяйстве. Касаемо
птицеводство до войны, оно тоже не было особым прибыльным. Они компенсировались с других отраслей сельского хозяйства, наиболее прибыльных. Это чаеводство, табаководство, там, эфирное растениеводство, эфиромасличное растениеводство. Оттуда они компенсировались как бы. Вот. Но зато местный рынок был обеспечен местной продукцией, молзавод, мясокомбинат, все было обеспечено. А сегодня, если касаемо говорить птицеводства, знаете, если говорить так, птицы едят больше, чем дают, куры. Вот если честно говоря. Вот. Прежде чем это сделать, нам нужно хотя бы 1-2 комбикормовых завода. Обязательно. Потому что завозить комбикорм из России, кормить здесь курей, это невыгодно. Это будет в убыток. Вот. У меня идея такая, создать, вот яиц в Абхазию завозится в год порядка 10 миллионов штук. Создать одну птицефабрику и посадить туда не бройлеров, а именно кур-несушек. Вот. И вот одна фабрика где-то там в количестве 25-30 тысяч курей, они могут полностью покрыть годовую потребность яиц в Абхазии. Ну, каждая курочка будет нести одно яйцо в день, в сутки, да. Ну, вот в сутки там порядка 20 тысяч, 25 тысяч яиц тут точно будет. Вот эту идею надо, фабрика такая на 25 тысяч несушек стоит порядка с установкой под ключ порядка 40-45 миллионов. Я думаю, что это очень хорошее дело, и я буду как-то пытаться воплотить ее в жизнь, посмотрим, получится. Спасибо. Спасибо. Сегодня в мире очень популярны экологически чистые продукты, там фрукты, овощи. Скажите, как вы думаете, Абхазия могла бы пойти по пути вот производства так называемой эко-фуд и биопродуктов? Вот что вы думаете? Абхазия не то, что могла бы, мы должны идти по этому пути. Обязательно. Абхазия себя должна позиционировать именно как производитель и экологически чистых продуктов. Мы все хорошо знаем, что рынок продовольственный достаточно насыщен, мировой, да, если будет говорить о мировом, да и российском рынке, он достаточно насыщен. А вот мы влезть в этот рынок, да, извините за такое выражение, влезть, с продукцией, которая состоит половина из химии, а половина непонятно из чем, мы не сможем, и вряд ли у нас это получится. А вот если у нас будет экологически чистая продукция, мы определенную нишу в этом рынке мы займем обязательно. И надо стремиться к этому обязательно. Это наш конек, скажем так. Вот экологическая чистая продукция — это наш конек, и мы должны, я не знаю, как это делать, но мы должны к этому стремиться. Ну, делать, в принципе, я знаю, допустим, можем отказаться вообще от селитры. Это благодаря, есть такие растения, сидираты называются, бобовые. Они имеют свойство обогащать почву азотом. То есть они берут азот из воздуха и перерабатывают ее определенным образом и обогащают кислородом землю. Под осенью, когда убирается кукуруза, пропахать, посадить ту же люцерну, клевер, там, ну и так сою там, и так далее. Любое бобовое растение, вот, у них на корнях содержатся так называемые клубеньковые бактерии, вот, у них с бобовыми симбиоз такой. Вот, и они извлекают азот, перерабатывают ее соответствующим образом и обогащают. То есть гектар люцерны или клевера обогащает азотом 250 килограмм азота они могут произвести. Это как раз достаточно для того, чтобы там произрастала любая культура. Без добавления химии. Понятно. Сейчас у нас же идут, выращивают и помидоры, и огурцы вот в некоторых хозяйствах, да, и вывозят на рынок, насколько мы знаем. Скажите, там вот все равно попадаются такие какие-то, ну, подозрительные, на мой вкус, продукты. Скажите, каким образом их выращивают, добавляют ли туда химию? Хотя вот мы все стараемся купить свою продукцию, якобы она вот наиболее экологически чистая, да? Вот что вы в этой связи скажете? Честно говоря, вот, знаете, меня тоже очень вопрос этот интересует. Вот. Я ездил в Ачимчиру, там есть
теплицы достаточно огромные, где работают китайцы. Вот. Ну, мы заехали туда, я очень внимательно везде смотрел, найти какие-то емкости, какие-то там, не знаю, какие-то резервуары, где эта химия хранится. Разговаривали с хозяином, он нас убеждал в том, что там никакой химии нет, там они применяют там, мульчирование, или как оно называется, сейчас точно не помню, то есть какие-то свои, но там настолько они качественные, красивые эти помидоры, честно говоря, я не знаю, как можно таким образом это делать. Потом мы, когда вернулись, я стал интересоваться, если они у нас... прямо в земле растут? Они в земле растут, да, они в земле растут. В земле растут. То есть не на какой-то специальной там... Не, там никак, они... Земля вот так вот сделана, они растут, и земля накрыта целлофаном. Но я не знаю, там некоторые, кто-то говорит, что якобы какие-то химикаты применяют и так далее. Ну, я не видел, честно говоря, сейчас мне сложно говорить о том, что там что-то применяют. Когда не видел, говорить не хочется. Вот. Я, приехав сюда, я им сказал: ребята, вы не обижайтесь, если мы к вам в лабораторию кого-нибудь пришлем. И оказалось, что у нас никто не может это проверить. Экспертизу провести? Да. Я и с университетом связывался, и с этим они сказали. Я и почву думал проверить на наличие химикатов, и сами помидоры. Оказалось, что у нас нет такой лаборатории. И у меня идея такая возникает, что нам лаборатория такая нужна. И сегодня, ввиду того, что у нас огромный импорт, никто не может мне сказать, я вот у многих спрашивал насчет геномодифицированных организмов, так называемое ГМО. Никто не знает. На рынке у нас сегодня сколько его есть, и продукция какая. Наверняка есть. Ну, просто наверняка знают. Может и знают, я не знаю. По крайней мере, службы, которые я спрашивал, они не знают. Это очень серьезный вопрос. Если на границе, я считаю, что нужно очень строгий контроль. Когда завозятся семена, когда завозятся рассада, когда завозятся продукции, разные там продовольственные, это очень важно. Именно вот эти ГМО, чтобы сюда к нам не попадали. Потому что это очень плохое, очень нехорошее. И это, может быть, сразу не даст как бы отрицательный результат. Но на следующее поколение, если мы будем интенсивно питаться этой, извините за выражение, дрянью, то на следующее поколение это обязательно отразится очень негативно. Поэтому мы всеми доступными методами должны избавляться от этого, и ни в коем случае, чтобы к нам в республику это не попало. Спасибо. И лабораторию нам обязательно нужна лаборатория. Обязательно лаборатория, серьезно оборудованная лаборатория, чтобы мы могли проводить анализы почвы, продукции и так далее. Это обязательно нам надо, иначе плохо. Спасибо. Хочу вам предложить еще посмотреть и послушать один вопрос. Я сам родом с Ачимчирского района и часто туда езжу и как бы засматриваюсь по сторонам. Это очень интересно смотреть. Природа в Абхазии, сами знаете, хорошая. И вот в сторону Ачимчирского района, уже когда ближе приближаемся, что по правую, что по левую сторону, пустуют земли. И конкретно хотелось бы узнать, почему именно эти земли, которые, насколько я знаю, плодородные, не засеяны и ничего на них не эксплуатируется. Такой вопрос, пожалуйста. Ну, во-первых, начнем с того, что земли находятся в ведении администрации районов. Вот. И вот эта полоса, о которой говорит этот парень, там он немного ошибается. Там недостаточно плодородные земли. Там даже в довоенный период там не использовались они, эти земли. Вот. Это залежи. Если бы только там были бы у нас пустующие земли. Пустующих земель, то бишь залежи, у нас сегодня более 300 тысяч гектаров, которые не используются. Вообще сегодня. никак, да? Просто никак, просто заросшие. Более 300 тысяч гектаров. Мы знаем об этом. Конечно же, знаем. Ну, надо
Как можно было бы использовать их, как вот вы думаете? Где-то пересеченная местность, где-то лучше почва, где-то хуже, но все-таки как-то можно же использовать? Не, есть, конечно, залежи, где и почва хорошая, и все. Ну, нужно организовать работу, профинансировать и так далее. Вот эти тоже сады, что были заложены, эти же тоже из залежей, из залежных земель же это тоже все было сделано. Ну вот, что-то такое нам надо делать, а по-другому как? По-другому никак. Они сами там ничего расти не будет. Надо использовать. Вот вопрос, который касается фруктовых садов. Спасибо, что напомнили. Вот под фруктовые сады в Абхазии занято 1441 гектар. 1 гектар. Это те насаждения, закладка которых была профинансирована согласно комплексному плану развития республики. Да? Было потрачено 400 миллионов рублей. 470. Ну, около 400 миллионов рублей. Предполагалось, что со временем сады начнут там плодоносить, и они будут переданы в долгосрочную аренду селянам. Но сейчас получилось так, что вот они в каком-то состоянии, в котором мы не знаем в каком, и что государство при этом задолжало крестьянам, которые там работали. Вот скажите вот об этой ситуации, как она разрешается и каково нынешнее положение дел? Ну да, действительно, государство задолжало, но первый транш в размере 20 миллионов уже мы отдали. Буквально вчера руководители этих групп, ребята, были в кабинете министров, нас принимал премьер-министр. Вот. Радует, что и президент, и премьер-министр с пониманием относятся к этой проблеме. Они готовы эти деньги отдать, выделить вернее. Вот. Ну, сейчас просто чуть-чуть немножечко с деньгами проблемка. Вот. Но я планирую на следующей неделе, если получится, дай бог, что получилось, из средств бюджета Минсельхоза 20 миллионов, второй транш выделить этим людям. Это крайне необходимо. Во-первых, мы должны эти деньги, это наша ответственность, раз. И во-вторых, нужно сохранить эти сады. Помимо того, что там как вложена огромная сумма денег, вложен труд людей. Это не менее важно, я бы сказал, что это более важно. Вот. И на это не обращать внимания мы никак не можем. Мы обязательно должны выплатить эти долги и обязательно, как было предусмотрено, до 2017 года оказывать помощь этим группам. После 2017 года мы планируем, что оно будет уже полностью плодоносить. И уже тогда, как было договорено, 10% они отдают государству, ну, не знаю, там в виде урожая, либо в денежном выражении, ну, это вопрос такой технический. Вот. И эту программу мы должны довести до конца. Я планирую, если получится, конечно, надеюсь, что получится в 2016 году заложить в бюджете, ну, там порядка 30-40 миллионов рублей на поддержку этих садов. Вот. Это обязательно нам надо сделать, потому что их надо лечить, их надо косить, их надо прополку проводить там, и так далее, и так далее. В каком состоянии сейчас они? Вот, вы могли в целом, я должен отдать должное этим группам, этим ребятам. Они действительно своими силами, своими средствами, они приводят в порядок, содержат в более или менее хорошем состоянии. Но и тем не менее нужно лечить, нужно приобретать лекарства, на это нужны деньги. Будет приватизироваться дальше эти сады? Ну, приватизироваться как? Сейчас эти сады находятся под институтом, сельхозинститутом. Когда мы закончим всю историю с долгами, мы возьмем это на баланс, то есть Минсельхоз возьмет это на баланс. Вот, и до 2017 года мы тихо-тихо эти участки будем передавать в аренду. Тем приоритет будет у тех групп, которые этим занимались. То есть им будем. Но если кто, конечно, будет отказываться, мы, конечно, будем искать другие пути. Но там такая история. Земли это находятся как бы на балансе администрации. Они взяты в аренду институтом. Вот мы с администрациями будем перезаключать договор, то есть, что мы будем это в аренду брать, эти земли. Вот. Ну, земля приватизации не подлежит, естественно, она не продается, не покупается. А сами насаждения, они будут переданы в аренду
не желающим, а этим группам. Они все желают этим заниматься, никто не хочет это бросать, и это очень радует. Вот, им будут это передано все. И до 2017 года мы кровь из носа, мы должны им помочь. Те, у которых там по 5, по 7, по 3 гектара, они справляются. Но есть группы, у которых по 50, по 60, по 100 гектаров. Им сложно. Такие объемы обрабатывать своими силами им сложно. И вот мы им должны всем помочь. Наша задача сохранить. Это все сохранить, и чтобы оно плодоносило. Только яблок мы планируем к 2017-2018 году порядка 4000 тонн. А там не только яблоки. Там инжир, там слива, там цитрусовые, там орех, там персик, ну и так далее, очень много там. Ну, конечно, яблок больше всего, но это все там есть. Поэтому говорить то, что там только яблоки, не нужно. И, естественно, через год-два станет вопрос, куда это все девать. Овощехранилище наше. Овощехранилище, понятно, но переработка нам нужна. Обязательно нужна переработка, консервный завод. Ну, значит, об этом уже надо сейчас думать. Уже сейчас об этом надо думать, потому что это тоже, год-два уже, 15-й год практически уже половина года прошло, осталось, 2 года. И вот в течение этих 2 лет нам надо это думать. Если не будет у нас консервный завод, опять проблема встанет. Либо создавать какую-то организацию, которая это все будет скупать и вывозить и реализовывать, либо консервный завод. Понятно. Тимур Владимирович, скажите, пожалуйста, что предполагается в сельском хозяйстве по инвестиционной программе развития 2015-2017 годов? К сожалению, отдельной строкой в этой инвестиционной программе, вот она у меня здесь с собой, отдельной строкой не вписана. Но есть тут 32-й пункт, где государственное финансирование инфраструктурных проектов и проектов развития реального сектора. На это заложено 944 миллиона, из них около 400 миллионов будет использовано на сельское хозяйство. Честно говоря, когда я первый раз увидел этот документ, я подумал, что вообще тут не прописано нигде сельское хозяйство. Но мне потом как разъяснили, что именно здесь вложены вот эти 400 миллионов на сельское хозяйство. На эти 2 года, вот. Да? Куда они будут направляться, честно говоря, мы пока об этом не думали. Вот. Наверное, подойдет это тоже время в скором будущем, что нам надо будет думать, как использовать эти средства максимально рационально. Понятно. Скажите, пожалуйста, пользуются ли крестьяне и производители на селе возможностями льготного кредитования? Есть у нас такая возможность? Такая возможность сейчас Нацбанк занимается этим вопросом. Но оно действительно льготное кредитование. Там, насколько я знаю, Минсельхоз этим не занимается, но я знаю, что я знаю. 200 миллионов и 100 миллионов там предусмотрены на сельское хозяйство и под 6% годовых. Это достаточно льготные условия. Там не нужен бизнес-план составлять там и так далее. Там упрощенно это все. Там нужно заполнить анкету. И, наверное, будут все-таки интересоваться банки, наверняка, я думаю, хотя они это не озвучивают, кто это берет, там, и так далее, и так далее. Он готов ли что-то делать или просто эти деньги берет, чтобы на другие какие-то свои цели использовать. Вот. Есть такая программа, и, насколько я знаю, это не уже выдача этих денег, где-то в августе, в начале сентября вроде должна начаться, если что-то не поменялось. Я так знаю. 6% действительно льготное кредитование. Спасибо. Амиран Лагвилава, это советник президента по экономическим вопросам, он предложил такую идею, как создание своего рода кооператива, сельскохозяйственного. Союз фермеров, где будут объединены 100 фермерских хозяйств. Как вы к этой идее относитесь, чтобы они... Идея очень хорошая. Там вся эта структура, она состоит из 3 частей. Это управляющая компания под контролем государства, сами производители и расчетный центр. Расчетный центр, он будет заниматься логистикой, фасовкой, обработкой и самой важной реализацией. Идея замечательная, интересная, хорошая.
Но тут возникает технический вопрос. Я и Амирану этот вопрос задавал, но, честно говоря, внятного ответа не получил. Технический вопрос. Ну, если речь идет о теплице, то это подразумевается, что круглый год. Ну, по крайней мере, 11 месяцев в году оно должно работать. Возникает вопрос, как отапливать в зимний период. В зимний период имеется в виду это, месяца 4 как минимум. Потому что, чтобы у растения происходила вегетация, 24-26 градусов температура должна быть круглосуточно, потому что растения летом и ночью тоже растут. Вот этот вопрос очень серьезный, и я не знаю, честно говоря, как там, если рассчитывать на электричество, себестоимость автоматически поднимается. Обогреть 1000 квадратов теплицы – это непростая задача. Более того, в зимний период электричество у нас достаточно нестабильное, некачественное. Вот. Бывает и выключают. Там, если на сутки выключат, это уже беда. Это понятно, но что вы думаете, больше плюсов или минусов, как вы считаете? Я думаю, больше плюсов, конечно. Больше Этот плюсов. момент все-таки можно каким-то образом, наверное, решить. Не знаю. Вот этот вопрос меня действительно чуть-чуть волнует. Я думаю, плюсов, конечно, больше, намного больше. Но думаю, что получится. И, кстати, там вот эти проект, там он на 150 миллионов, вот как раз я о чем говорил, вот эти деньги отсюда будут извлекаться, чтобы эту программу развить. Посмотрим, я очень надеюсь, я вот недавно буквально с ним виделся, он говорит, мы этот вопрос тоже проработали, уже знаем, и на следующей неделе мы уже с ним встретимся и будем, не только я с ним, там группа у нас, которая этим будет заниматься, встретимся, обговорим, и посмотрим. Тимур Владимирович, еще один вопрос на очереди, будьте добры, давайте посмотрим. Многие люди берут в аренду землю, но не возделывают ее. Как государство может повлиять на это? Виду, что берут в аренду, но земли пустуют, они не возделывают и так далее. Может ли государство на это повлиять? Влиять на это надо. Очень много. Вот сейчас, если по примеру Гулипского района можно сказать, очень многие земли переданы в аренду, да? Никто ничего не делает. Я еще, работая там главой, я начал эту работу по расторжению договоров. А зачем они тогда берут? Некоторые берут, хотят что-то сделать, у них не получается. Некоторые берут с надеждой перепродажи, право аренды. Вот, землю-то продавать нельзя, но право аренды они могут перепродать. Вот, мы с этим боролись там. И я начал эту работу, мы расторгли около 12 договоров, но пока эта работа проходила, мы прошли через такие круги ада, что просто там чуть ли нас... То есть неохотно они как бы... Неохотно, если просто неохотно было бы, там и скандалы устраивали, и угрожали, и все что угодно. Только таким образом надо действовать. И отдавать в аренду тем людям, которые действительно что-то хотят сделать. Но очень много земель действительно в аренде. Некоторые хоть платят там арендную плату, а некоторые вообще не платят и не считают нужным штрафы, платить. Система штрафов не работает. Какие штрафы, если они аренду не платят, вы с них штраф как возьмете? Государство просто должно более строго к этому подойти. Но, к сожалению, мы на это влияние не имеем. Мы, я веду, имеем Минсельхоз. Земли находятся в ведении администрации. В районе у нас, я вот в Гулипском районе, я знаю, что занимаются этой проблемой, очень серьезно занимаются, там вот тоже расторгают договора и так далее. Вот. Только таким образом. Вот. Расторгать и давать тем людям, действительно, которые хотят что-то сделать и не перепродать право аренды, а действительно что-то сами хотят сделать. Эта проблема действительно существует, и вопрос достаточно правильно задан. Тимур Владимирович, мы вчера собрали много вопросов, тут несколько штук еще осталось. Я предлагаю вам в режиме нон-стоп посмотреть эти вопросы, послушать. Вопрос-ответ, вопрос-ответ и так далее. Что конкретно
Минсельхоз делает для села в данное время. У нас сегодня петрушка и то завозная. Есть очень много примеров мирового даже. Не нужно ничего изобретать. Это делается, крестьянский рынок вообще существует отдельно. И туда никто не может попасть, кроме крестьян. В некоторых странах мира делается так. Импровизированные крестьянские рынки закрывают один квартал, и они привозят свою продукцию и продают только крестьяне. И туда никто не может попасть. То же самое у нас. У нас надо открыть крестьянский рынок, когда у наших крестьян будет такая возможность. Хочется услышать это от министра. Что для этого сделает министр, который вот сегодня у нас возглавляет эту отрасль. Здравствуйте, меня зовут Фарида. Я хотела бы задать вопрос. Какие проекты сегодня реализуются в сельском хозяйстве? Ну, касаемо рынков, конечно, он правильно говорит. Сегодня нашему крестьянину попасть на наш рынок городской невозможно. Его со всех сторон облепили перекупщики. Вот я тоже живу рядом, недалеко от рынка, и бывает, когда если рано утром, то видно и слышно там какой шум, гам происходит, скандалы там и так далее. Неправильная ситуация, действительно. Ну, сегодня, конечно, сейчас там такая ситуация сложилась, ломать ее на рынке, это достаточно серьезная проблема, и возможно ли это сделать, я сейчас затрудняюсь сказать. А о чем он говорит, что отдельный крестьянский рынок, эта идея достаточно хорошая. И я, возможно, с главой города переговорю по этому поводу, если сможем найти возможность и в финансовом плане. И это действительно очень хорошая идея. И чтобы там были именно действительно только крестьяне. Вот человек имеет излишки, которые он не смог потребить, приехал, продал и спокойно уехал. В Агудзерах, в Гульрипском районе, велось строительство рынка. Правда, он из-за того, что финансирование приостановили из-за финансирования, сейчас более 70% там сделано. И я еще, как только начал работать, я в смету расходов на 2015 год прописал там сумму в 2,5 миллиона, чтобы довершить вот это строительство этого гудзерского рынка. Вот. И я когда там находился, работал там и с главой поселка, и с директором рынка у меня был серьезный разговор, и с начальником сельхозуправления, что никак... А там мы вот только это когда начинали делать, уже приходили там... Перекупщики уже. Да, уже места там якобы. Я тогда всех строго-настрого предупредил, что никаких там перекупщиков быть не должно. Это должен быть настоящий сельскохозяйственный крестьянский рынок. И мою идею Аслан Юрьевич поддерживает. Вот. Но на 4-й квартал у нас прописан вот этот 2,5. Раньше, к сожалению, никак не получается. 2,5 миллиона будет перечислено сельхозуправлению. Они довершат эту работу, строительство вернее. И вот такой рынок, именно крестьянский рынок, там будет, и это я лично сам буду над этим держать контроль, чтобы именно там так и было. Потому что, перекупщики, это, знаете, они могут за минуту это все скупить, и все, и туда ни один крестьянин не подойдет. Если они у крестьянина за 5 рублей купят, они за 8, за 10 это будут понятная продавать. Схема, известная. Посмотрим, что получится. Да, и вопрос о проектах был, которые реализуются сейчас в сельском хозяйстве. Есть ли такие проекты? Нет, сегодня таких проектов нет. Единственный проект, над которым мы сейчас упорно работаем, это установка меда, линии по фасовке и переработке меда. Мы ее планируем поставить в Ачимчирском районе. Эта линия у нас уже лежит года 4, наверное, и побольше. Вот. Мед, 800 тонн практически меда у нас производится в год. Это одна из отраслей, которая развивается сама по себе и достаточно успешно, я вам скажу. Вот это именно мед, пчеловодство. Вот над этим мы сейчас работаем, и там нужна определенная сумма денег. Вот сегодня буквально мы выезжали, выбрали место, где это будет устанавливаться, уже разговаривали со строителями, организация, которая будет нам строить из сэндвич-панелей.
Вот. И вот эту линию до конца года я хочу, чтобы она была, и начать возродить бренд абхазского меда, потому что мед в этих баллонах, бидонах, вернее, 40-литровых, вывозить невозможно, это практически, либо надо там огромную сумму денег заплатить, и смысла не будет ее вывозить, либо надо упаковывать сертификат, все как положено, и вывозить. Это обязательно нам надо сделать, потому что наш мед очень качественный, очень ценный мед, поэтому это надо делать. И вообще пчеловодство надо развивать, потому что многие, может, думают, что пчелы это просто только мед. Нет, пчелы прежде всего это перекрестное опыление, это цветковые растения, да, перекрестное опыление, это овощи, это фрукты. Благодаря пчелам у нас в принципе это все есть. Поэтому чем больше пчел, тем больше у нас будут и фруктов, и овощей, и все остальное. Понятно, Тимур Владимирович, напоследок вопрос. В понедельник утром вы, как обычно, придете на работу. Каковы будут ваши первые поручения вашим сотрудникам? Чем непосредственно вы планируете заниматься в ближайшее время? Какие срочные вопросы вы будете решать в этот день? В понедельник, придя на работу, первое, что это мы с замами, бухгалтером сядем и будем готовить смету расходов бюджета с Минсельхоза на 2016 год. Вот это первое, что мы сейчас будем день-два этим заниматься. А так, текущих проблем очень много, вопросов очень много, которые надо решать. Если я сейчас начну про это рассказывать, долго. Понятно. Ну, первое, вот то, что я займусь в понедельник с утра. Понятно. Спасибо, Тимур Владимирович, за беседу. Спасибо, что пришли на нашу передачу, ответили на наши вопросы. Спасибо. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба. В следующую пятницу, 16 июля, гостем нашей студии будет министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черикба. Присылайте свои вопросы министру по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать ему видео-вопрос. Запись будет проходить на Сухумской набережной, как всегда, у колоннады, в четверг, 16 июля с 6 до 7 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.